В 94 году, тогда в 90-х, можно было, это модно даже было отмазаться от армии, купить себе военник. Вот. И я тоже к отцу подошел, такой же шалопай, ПТУшник, там, пап, отмашь меня, да? Он, слушай, говорит, сын, нас 7 братьев, и все служили, все с честью, за границей служили, в разных войсках, все приходили в отпуск, у всех грамоты. Вот задумайся, говорит, сходи в армию. Я пошел, мне понравилось. 2 прадеда воевали, 2 деда воевали. Бабушка со стороны отца, она заслуженный труженик тыла, медаль имеет, то есть во время войны работала для фронта. И поэтому я, наверное, еще очень хорошо слушал своих дедов, папу. Вот. И поэтому как-то так воспитание послужило тем, что со мной происходит сейчас. Виктор Шатрилов родился в Татарстане, в Альметьевске, а потом вместе с родителями уехал в Ямало-Ненецкий округ, в город Ноябрьск. Детство и юность Вити прошли на севере, в Заполярье. Места невеселые, климат суровый. Но, наверное, наперекор этим природным условиям и вырастают люди с таким стойким и жизнелюбивым характером. Не случайно же родители выбрали для единственного сына такое имя. Виктор значит победитель. Воспитывал я его в духе патриотизма с детства. Получилось так, что ему 10 лет не было. Мы поехали в район Крайнего Севера и жили везде, там, и в Балках, и с подселением в деревяшках. И везде у нас был турник, кольца, груши. Спортом занимался. Сам бегал хорошо, его заставлял. Я отжимался, я говорю, даже портянки учил крутить. По первому образованию Виктор – повар-кондитер. Более мирной профессии и не придумать. А в армии сразу попал в одну из самых горячих точек – Кавказский особый пограничный округ. Рота Шатрилова сопровождала и охраняла грузы, и он прошел по Кавказскому хребту путь от Азова до Каспия, снабжая заставы и отряды пограничной службы. Тогда Виктор Шатрилов и стал участником грозных и трагических событий на Кавказе. 95-й год. Пришлось поучаствовать, хотя, как говорят, пограничные войска не участвовали в этом конфликте, но, тем не менее, мы оставались там, на своем боевом посту, поэтому принимали участие, а заслуженно уже стали называть участниками, ветеранами боевых действий, это уже когда произошла войсковая операция по перекрытию Аргунского ущелья. Это 99-й год. Потом контракт. Вот, немножко получилось так, что я совсем немножко прослужил, у меня ранение. Вот, уже списали. Виктор окончил торговый техникум, получил высшее экономическое образование, но на гражданской стезе себя не нашел, снова ушел служить по контракту. Да и вне армейской службы профессии были ближе к военным. Инкассатор в банке, сотрудник службы безопасности. А еще Виктор Михайлович нашел новое призвание – заниматься с детьми. Я сначала был волонтером, ходил, проводил уроки мужества, рассказывал о пограничной службе, рассказывал вообще о службе в рядах вооруженных сил, да, Российской Федерации. Кадеты, ребята, юная армия. Вот, мне это доставляло большой интерес, удовольствие. И с 18 года по 21 год включительно, значит, я работал преподавателем ОБЖ непосредственно в кадетской школе. До сих пор тянет. Работаю до сих пор уже сейчас волонтером. Прихожу, коллеги приглашают бывшие. Провожу вечера с детьми, провожу уроки мужества. Еще до начала СВО Виктор Михайлович с единомышленниками на базе 21-й Альметьевской школы сделал экспозицию о Великой Отечественной войне и военных конфликтах. И когда Шатрилов приходит в школу, его сразу же обступают ребята. С детьми подход найти легко, если выполнять некоторые требования. Никогда не врать, никогда им не говорить «не знаю». Ну и третье – не думать за них. То есть давать только направление.
тому, что они должны делать, да, и помогать. А сами дети, они как такой мощный поток энергии, молодой организм, они, ну, если их хорошо заинтересовать и направить в правильное русло, они горы свернут. И все. Ну, и иногда быть немножко тоже ребенком. То есть не надо корчить из себя такого знатного дядьку, такого, да. То есть, ну, иногда и похулиганить с ними тоже. Маршировали мы вот один раз на плацу, накосячили наш класс. Вокруг школы надо было побегать, на плацу надо было поотжиматься, поприседать братским хватом. Вот, смеялись много, угорали, было весело с ним. Мы вокруг школы так, ну, кругов 10, может, побегаем, может, 5. И в школу он приходит, узнает, как у всех у нас дела, потому что дети скучают по нему. Он никогда не унывает, он всегда идет только вперед, к своим целям. У него прям такой достойный характер. Когда началась специальная военная операция, ветеран боевых действий, старший прапорщик Виктор Шатрилов сразу понял, что не сможет отсидеться в сторонке. Он мне поставил перед фактом: я завтра поеду, и все. Для меня это был, конечно, шок. Привела, поплакала, куда деваться-то. Звонил, успокаивал. Когда он собрался ехать уже второй раз, я, конечно, уже знала, что он поедет, я была против, очень сильно переживала. Ну, в итоге он уехал на 2 месяца, получилось, что на 4 месяца. Виктор Шатрилов ушел на СВО одним из первых в Альметьевске. По распределению попал в особый добровольческий отряд «Барс» номер 3. Мы ушли сразу же на фронт. Это, получается, 22 марта нас собрали 22 года. И 30 марта мы отправились в сторону СВО. 7 апреля мы уже были непосредственно на позициях. Служил я командиром подразделения, одного из подразделений хозвзвода. Да, не спорю, многие сейчас скажут, что ну, какой же это героизм служить в хозвзводе, да? Но, тем не менее, знающие люди, которые служили с нами, прекрасно осознают, что без хозяйственной помощи войска продвигаться также не могут, да? То есть это и продукты, и боекомплект, и ГСМ. Все это приходилось возить и под различными артобстрелами и все остальное. Так что работа была большая. Когда мы пошли, мы не за деньгами гнались, туда ушли добровольцами. Первые добровольцы не то что с района, с Татарстана ушли. Идеология нас толкала. Потому что столько лет преподавать патриотизм детям. И в нужный, даже могу сказать, в тяжелый момент для Родины нашей, мы должны были быть в первых рядах, и мы ушли. В боевой обстановке накормить и обустроить быт людей – это порой трудновыполнимая, но очень важная задача. Тем более, что многие добровольцы не служили, не представляли, в каких условиях окажутся, и их всему приходилось учить. Даже, да, повара у меня в подразделении, они в жизни не видели полевую кухню. Вот. А мне когда-то по службе приходилось с этим. 130-я кухня, кто знает, на 4 котла. Вот. Показал, как расстанавливать, как готовить, как что. Быка тоже даже нужно с другого города везти. Это все распределять. Одно туда расчет, второй туда. Во-первых, надо это все схоронить, спрятать, да, замаскировать. Тяжело было с водой. У нас приходилось за воду сражаться, то есть добывать ее в разных... Потому что колодцы были отравлены, не было воды. 1,5 литра на сутки, это в лучшем случае. Приходилось добывать ее по разному избоям. Та боевая выручка, я имею в виду товарищеская выручка, в элементарном даже вот выручал, молодец, уважительный. По первому зову придет на помощь в любое время дня и ночи. Самые настоящие высшие качества, что у человека есть, это все у Вити, у Виктора Михайловича. В
В зоне СВО Виктор Михайлович и его товарищи также охраняли гражданские объекты, школы, детский садик. И ребятня там, в зоне боевых действий, особая боль Виктора Михайловича. Видел детей, которые, вот у нас же все равно, ну, и слава Богу, что наши дети, некоторые избалованные, пускай, да, и ни в чем себе не отказывают, и то, что родители их хорошо снабжают, это слава Богу. То есть. И самое запоминающееся, страшное было, когда приехали доктора со Ставрополья, еще откуда-то были, они проводили целенаправленно вот, по педиатрии, детей проверяли на здоровье, то есть медосмотр. Мальчик. Он щуплый, а я потом узнал, ему, оказывается, 14 лет, а он в развитии где-то, 9-летний ребенок, то есть он не доедал там, видимо, так вот. Дети, говорю, разные сироты, и там, и с отклонениями. Было сначала ходило детей 26 человек, потом под конец уже 82 человека. Это за 1,5 месяца. Мы с ним вдвоем. Это было 4 часа только, мы отдыхали за сутки. То есть меняли по парами. Днем мы вместе выходили, на улице были, потому что это все надо контролировать. Задача была такая поставлена, чтобы ни один ребенок не пострадал. И по постоянном обстреле мы их в бомбоубежище, сами на улице находились, слушали, охраняли детей. Душевный человек, если честно слово сказать. На таких, наверное, Россия держится. Не, наверное, скорее всего, 100%. Позитивный. На вид мужчина такой грозный. А на самом деле, вот нежнейшего человека в мире, наверное, больше нет такого, как он. Я чувствую себя за ним, как за каменной стеной, защищенная. А там, за ленточкой, боевые товарищи, о которых нельзя забыть ни на один день. Продукты, все это собираем, потом технику. Вот ноябрь месяц, колонну сопровождал и сам за рулем, то есть мы два УАЗика, 66-й, полные груженные, до Дебальцево гнали. То есть там ребята тоже меня знают, ждут. Не стою на месте, а то засосет.